приехали в село Вотча, Суздальский район, Республика Коми. Вотча – одно из самых древних сел Республики Коми. В этом году ему исполнится 641 год. Про это село я снимаю уже 3-й год фильм. Так ничего конкретного и не собрал. Пока снимаю, здесь уже отремонтировали дорогу. Ладно, погнали побыстрее уже, а то Томас тут с машины выкинул уже и носки мои, и краску умудрился даже. Поехали, расскажем, как добывается мед на севере. Северный мед. Общая что такое пасека, из чего она вообще состоит. Пасека — это улья на определенной территории, ну, в принципе, и все. В каждом ульике живет одна семья. В одной семье, как правило, содержится одна матка. Вот. Есть искусственное содержание, там 2 матки может содержать, но мы содержим по классической схеме: одна матка, один улей. Смотрите, какой костюм. Мы будем сейчас в него одеваться и превратимся в пчеловодов. Это чтобы нас не покусали, да? Так на него и сшит. Это хороший знак. Да. 6-й год. 6-й сезон уже, вот мы здесь. Это большой риск. Небольшие урожаи. Но нас привлекает именно качество меда. Почему? Потому что у нас нету посевных полей, у нас нету обработок, у нас дикоросы. То самое разнотравие, которое очень приходится людям по вкусу. Именно поэтому мы здесь. Ну, это наша родина. Мы как бы сами с республики. Мы одно время пробовали уехать в Архангельскую область, пожить там. Вот. Искали лучшей жизни. Но в итоге, когда решили заняться все-таки своим делом, а это пчеловодство, первый выбор это был республика, обратно домой. Жена у меня заканчивала пединститут. Я тоже. Хотя мы с районов. Я с Троицко-Печорского, а она с Ухты. От нас зависит только наличие поголовья и весенние и начало лета работы подготовительной, чтобы пчела не вошла в роевое состояние. И все, в принципе, это вся работа пчеловода. А основная работа — это подготовка инвентаря. Работа вот зимой — это в мастерской, там, инвентарь, обслужить работу пчел. А нектар они сами носят. Мы им в этом помочь не можем. И погода, которая у нас бывает капризная. Вот эта зима. Да, мы зашли в зиму, у нас было 44 семьи в зиму, вот таких домиков уходило, а вышло живых только 11. Потом я еще одно объединил, в итоге осталось 10. И эту популяцию вот мы в этом году весной покупали у местного пчеловода с Иба, Андрей. В этом году лето плохое. У нас был июнь дождь и холодный июль. Если днем температура поднималась, как-то там было там в районе 20-22, то ночью плюс 10, плюс 7. И, соответственно, в этом году урожай не очень хороший. Вот. Но мы все равно как бы остаемся на своем, потому что мы к этому готовы. Мы знали, что мы на севере, мы знали, что есть такие трудности. Вот рамка, которая еще до сих пор еще есть расплод. Вот да. Видите, вот эта вот серая печатка, это печатка расплода. Это личинки будущие. Я вам сейчас скрою. Видите, там жопка торчит. Это она чистит ячейку. Эта пчела залезла, чистит там ячейку. А вот здесь, я сейчас хочу, знаете, что-нибудь. Вот видите, выгрызается. Вот она, смотрите. Это вылупляется. Да, это рождается пчела. Сейчас, если мы подождем, она вылезет. Она будет слабенькая, белая, пушистая. Да, она будет... О, смотри. Какая прелесть. Сколько у нее это времени занимает обычно? Да нет, быстро, видите уже. Лишь бы здоровая родилась. А как определяете? Ну, потому что есть у пчел такая беда, как клещ. Иногда бывает, что пчелка рождается без крылышек, потому что если клещ ее поел, будет без крылышек. Это будет, конечно, очень плохо. Она сама там процесс эволюции или это, ну, естественный отбор, вернее, или вы ее потом как-то убираете? Мы лечим. А лечите даже? Да, пчелу, как и любую. Она сейчас будет слабенькая, беленькая, пушистая. Она сейчас первые 2 недели не будет вылетать с улья. Они в улье не умерли. Да, вон видите, на дне смотрите, сколько там пчел. Там нету мертвых, видите, не валяется мертвых пчел. Там чисто. Эта семья, значит, очень аккуратная и чистоплотная. Они весь мусор со дна выгребают. Это я уже сюда с июня не заглядывал, в это гнездо. Вот они сами все чистили, сами убирают. Мертвых пчел они выкидывают с улья.
То есть санитария у них очень налажена хорошо. Если же этого нету, если же ты видишь, что у тебя в семье дно грязное, значит, что-то какая-то семья. Это очень мощный трутень, он очень сильный. Он в 1,5 раза больше, чем обычная пчела. Вот. Но его судьба незавидная. А что делает трутень? Трутень спаривает самку. Греет гнездо и дополняет мужским началом женскую половину, потому что все пчелки это девочки. А потом она его съедает или что? Кто? Нет, он умирает после акта. Сразу в полете, потому что у них происходит это дело в полете при скорости 69 км в час, как нам ученые говорят. Мы хотим вот такое сделать сами. Вот та самая вощина, которая покупная, она, дорогая, и мы хотим сдать свой воск, чтобы получить, она, конечно, будет еще дороже, вот, но мы будем уверены полностью в качестве. Да, она будет из нашего воска. Мы будем уверены, что пчелы не будут болеть, потому что если вдруг где-то ты покупаешь вощину и производитель недобросовестный, добавляет туда парафин, стеарин, воск неочищенный, то в этом воске присутствует множество чего-то нехорошего, которое влияет на жизнь пчел. Об этом нам говорят наши ученые, типа Рахматуллина, которые прям за воск, светило, да, пчеловодцы, которые изучают это в институтах биологии, там, и так далее. И поэтому мы тоже этим вопросом озадачены. Мы видим, что у нас есть воск, и мы его хотим направить непосредственно на завод. Опять же, по рекомендации пчеловода нашего, вот Андрей, он это делает уже не первый год. Он тоже сидит на своем воске, на своей вощине. Он есть как рекомендация, тот, кто это делает. Все, мы так хотим. Он такой тяжеленький, да, Да, увесистый. потом посмотрите, какая рамка будет после откачки вообще будет как пушинка. Ставим Вот на здесь гвоздь мед. обязательно. На гвоздь, вот сюда вот так, Да, да? чтобы она не соскакивала, не соскальзывала. Так. Теперь, Вот этот удобно. да, вот этот ножик берем и режем, получается. Он с двух сторон, да, острый? Прилагай прям к деревяшкам и Ага. Снизу. лучше снизу вверх. Лучше снизу, Да, так. и режь вот так вот прям. И Вот так, да? Рамку можно чуть-чуть. Чуть-чуть Ой. вперед наклони, чтобы он падал сюда. Ага. Вот так вот, да. Вот он. Забрус, да, получается это. Да. Вот и забрус мы изготовили. Чуть-чуть нечистый, ничего страшного. Ничего страшного. Еще вилочка. Чтобы мед откачать, нужно эти крышечки вскрыть. Это называется забрус. Почему забрус? Потому что находится за бруском. То есть мы обычно ножом срезаем. Да, это мой первый раз. В прошлой жизни как-то был опыт, и видишь, как легко получается. Рамки гнездовые, они остаются в зиму, и в зиму пчелам нужно кушать, поэтому мы оставляем им этот мед вот, на зиму. Вот она матка. Видите, темная. Сейчас я... Это по форме другая. Она другая, да, у нее очень утонченное длинное брюшко. Для чего? Для того, чтобы она доставала до дна ячейки. Они вообще как-то к ней по-особенному относятся, нет? Они выражают какое-нибудь почтение. Я вам сейчас покажу. Я вам сейчас покажу. Буквально пару С минут. этим товарищем мне что делать? А, отпустите его, пусть летит Пусть он куда улетит хочет. просто. Да. Пусть еще поживет. Ой, ты какой. Ну, он крупнее тоже, да? как бы? Он крупнее, да, он сильный. Очень важно. Видите, у них специально подрезано крылышко для того, чтобы она в случае, если ей вздумается куда-то улететь, чтобы она даже не смогла улететь. Чтобы мы не потеряли эту матку, потому что это очень важный элемент. Вот как, допустим, есть маточное поголовье в любом сельскохозяйственном направлении, там у баранов, у коров, у коз, плематериал, который специально выводится. У нас также это матка. Это очень важный житель этой колонии, который нам даст именно тот результат, который нам нужен пчеловоду. Это миролюбивость семьи, хорошая продуктивность по меду, чтобы хватило не только нам, но и другим людям. Вы это смотрите, что сейчас будет происходить, как они ее почитают. Смотрите, я сейчас ее помещу в клеточку. Ой, то есть Ой, она нет. лететь-то все-таки может. Крылышки, потому что длинноватые. Но она далеко все равно не улетит. Сейчас хочу показать, как они ее
встретят, смотрите. Буквально, я сейчас положу ее сюда, и буквально каких-то там 2-3 минуты они прям ее всю облепят. Вот. Чтобы яйца оплодотворять, потому что у нее есть банк спермы от трутня, и ей этого банка хватает, в принципе, на всю юную жизнь. Вот, там, на 3, на 4 года. Вот у меня вчера буквально матки еще были, они в нуклеусах, они матки 22 года. Они до сих пор еще откладывают плодотворенные яйца. То есть, когда они облетелись там 3-4 года назад, им этой спермы хватает до сих пор для оплодотворения яиц. Пыльцу они носят на лапках. Они потом приносят с этих лапок, стряхивают пыльцу в ячейки и заливают медом, и получается перга, которую они выкармливают расплод. Вот. А еще у них, видите, вот здесь под брюшком, я не помню, как это называется, стерниты. Видите, они как бы, брюшко не целое, а оно ходит туда-сюда, и там есть как бы расстояние вот под, вот там внутри. Вот там вот. И оттуда выделяется воск. Воск, которым они строят гнездо, это жировое тело пчелы, он выделяется из вот этих вот стернитов, получается, оттуда прям такими пластинками, ну, в разной формы. Они его собирают, и с него уже лепят непосредственно соты. Это тихо. Вот, зарядил его, и на 2 дня вот этого большого аккумулятора нам, в принципе, хватает. Один раз. Да. Все, она запустилась. Сейчас она медленненько раз крутится. И будет крутиться 3 раза. Сначала в одну сторону, потом в другую и обратно. С увеличением скорости. Сейчас вы слышите шелест. Слышите шелест? Да. Это мед вылетает на стенки медогонки. И потом он будет спускаться вниз. Видите, на стенках уже капли. Да. А вот это на стенках? Это воск. Это воск, да. Вилочки. Это потом все отстаивается, сливается. Порядка 8 минут происходит цикл одной откачки. Вот, поэтому, когда Аня уже научилась хорошо распечатывать, она распечатывает быстрее, чем справляется медогонка. Я с детства всегда таскал домой в банки всяких там кузнечиков, там гусениц, лягушек, там это прям мне всегда это нравилось. Стрекоз там сушил. Вот. И пчелы как-то сразу, ну, мое, давай попробуем пчел. 2 года изучали, плюнули, уволились, приехали сюда, оформили ипотеку, купили этот дом. Ну, как мы купили его? Мы, когда еще студентом был, мы приезжали сюда кататься на горках. Здесь горки большие. И я увидел здесь тогда еще большие площадя, ну, такие вот поля. И когда пчеловодством решили заниматься, думаю, где? В Оча. Вообще без разговоров. Мы даже другие, даже не рассматривали места, приехали сюда сразу к администрации. Давайте, что продается, какие дома. Все, они нам показали. А мы уже переехали, мы уже все, уволились, залезли в ипотеку, нам уже шагу назад нету. Мы уже все, мы уже пчеловоды. У нас еще ульев нету, дома нету, земли нет, ничего нет. А мы уже пчеловоды якобы. И все, и мы как-то все, нам так все быстро повернулось. Мы быстренько нашли этот дом, нам сделали хорошую скидку. И мы его взяли в феврале месяце уже. Приехали в ноябре, в феврале уже взяли дом, а в июне мы привезли уже первых пчел. Все, и жена у меня беременна. С Архангельской области, да, мы у товарища привезли. Вот, и все, мы в 2020 году уже первые семьи поставили. Урожая не получили совсем, мы только научились убегать от пчел, поняли. Мы, главное, в первый год мы узнали терминологию. Что такое матка, что такое пчела, циклы развития, что, ну, вообще что такое. И все. А на второй год мы уже купили пчелу у пчеловода, который занимается селекцией, который, ну, зная свое дело. И мы на второй же год мы собрали 300 литров меда. Первый год буквально там за 3-4 месяца мы их продали. И купили вот медогонку купили, ну и из инвентаря мы что-то смогли купить. Вот, еще на пчелу оставили, пчел потом покупали опять. И вот таким образом все и понеслось. А потом, когда я маме сказал, что мы решили заняться пчеловодством, она говорит, а как так? У нас, говорит, дедушка был пчеловодом. Вот, я, видимо, генетика. Да, видимо, генетика, да. Мы на улицу, мы их просто накрываем снегом. Ну вот до этого, да, закутываем снегом, закапываем. А в этом году мы будем зимовать здесь. Нам последний урожай мы вот осталось откачать. Все.
Мы это все выносим, медогонку выносим, это все выносим, только раковину оставим. Все унесем и пчел сюда на зиму занесем. И мне нужно будет еще до ноября месяца устроить, сделать этот тамбур. И все, в принципе. Сравните вес какой. Да. Ну да, вообще. Вообще легкая, да? Пусто, обалдеть. Она как бы, они один раз вот это построили, да, и оно постоянно остается. И именно это и называется золотой Класс. запас пчелов. Пусто. Вот она. Это основа, она твердая. И здесь уже она тоже из воска сделана. И здесь уже грани, шестигранника есть, определенный размер, 5,6. Вот. А пчелы вот в толщину настраивают сами. И вот сейчас они не расстроятся, что у них здесь такая дырка? Они отстроят. Они отстроят, да. То есть повреждать соты не страшно. Они это все сгрызут. И из этого же воска опять пережуют, его опять залепят. И добавят еще нового, если им нужно будет. Через него тоже не проходит. А летом, когда идет медосбор, и везде начнет расплод ложить. И там, и там, и там, и там. А для того... Сейчас он упал, он на стенке упал, да, стек туда, и видите, он вчерашний мед наш, он сдвинул на центр. Видите, какой градиент получился? Вкусно. Вес. Всё, и просто поднимать кран. Так, вверх. Далее, чтобы полностью избавиться от восковой крошки, мы этот мед наливаем в отстойник вот сюда вот и даем ему постоять дня 2 или 3. Вот. Максимальная загрузка в этой медогонке бывшей, ну, мы полностью не нагружаем, потому что мед довольно-таки тяжелый. Вода полностью он как бы выдерживает, а мед в 1,5 раза тяжелее, в 1 литре 1,5 килограмма. Поэтому мы наливаем, ну, до сих пор наливаем. Когда наберется полностью, ну, то все влезет. Еще одну комнату мы пока еще не доремонтировали, сделали ее прохладной для изготовления крем-меда в основном. И частично это у нас сейчас склад. Вот здесь храним сушь, это вот откачанные рамки, потому что если мы оставим на холодном складе, пчелы туда залетят и все это будет месиво. Мы попрятали пока что вот сюда. Все, что вот откачанное, все хранится здесь. Также здесь хранится товарный мед, который немножко у нас все-таки есть. И часть фасованной продукции, которую мы еще в город просто не успели отвезти. Вот. И наша кремовалка, которую мы в том году купили, вот, она делает, у нас будет делать крем-мед. В том году мы первый раз запустили производство крем-меда. Здесь, значит, заливается крем-мед, обычный мед, подсевший, сеявший, может 50 на 50 с жидким медом. Вот. И здесь есть программы в мозгу уже, да, которые кремуют определенным образом. Кремование происходит до 7 дней. Вот. Некоторые сорта мы мешаем 7 дней, то есть там как 15 минут крутит, ну, грубо говоря, 15 минут крутит, 45 минут стоит. Вот. Температура помещения должна быть как раз 15 градусов. Если там у нас зимой где-то 25, то здесь с закрытыми дверями и с холодными полами как раз 15, идеальные условия. И здесь мы делаем крем-мед. Делаем крем-мед с малиной в этом году делали зимой. С малиной, с клубникой, с лимоном, с кедровым орехом. Это, в принципе, все, 400 там делали. Здесь тоже свой. Вова, начинающего. Конечно, задача основная для того, чтобы людей обеспечить натуральным продуктом. А деньги непосредственно это уже как побочное явление. То есть ты даешь людям основной товар, который в нашей системе оценивается деньгами, и, соответственно, мы получаем эквивалент денежный. Как бы, то есть цель не деньги, а цель продукт. Вот это самое основное. Потому что если была бы цель деньги, в первый же год я бросил пчеловодство. Потому что денег пчеловодство как таковое пока что не приносит. Только труд, время и продукт, за который не стыдно. У нас Сейчас к этому. Которые мы сами срезали, он очень полезен для десен. Прям потекли слюни, я хочу прямо сейчас вам попробовать, пожалуйста. Это тоже сделала.
Сотовый мед. Обычно сотовый мед. Единственный в республике сотовый мед делают здесь. Ку-ку. Томас. Ребенок один в семье Ку-ку. Ну, у нас вот он такой самостоятельно как бы себя развлекает чаще. Я считаю, что это лето у нас было насыщенным. Много съемок, много путешествий, гора контента, который еще стоит перебирать зимой, зимними вечерами, если снова не отправимся в путешествие. Ну что, в принципе, дорога вот тут ровная, и до Вотчи обещает быть именно такая дорога, отремонтированная. И это радует. Радует, что республика потихоньку благоустраивается. Дороги делаются. Можно будет скоро и туризм развивать. Все.